Какая главная задача по практическому пониманию костюма? Да? Вот мы с вами, когда смотрели карту, и на карте видели потоки с разных территорий. И вот эти потоки с разных территорий у нас здесь, в Бурятии, получили такое смешение. Вот, например, сегодня можно внимательно, если посмотреть костюм, который вы видите, это будет яркий такой сарафан, да? Сверху идет фартук, который называется запон, да? И нашивка лент. Вот в 19 веке, когда проходила Верхнеудинская ярмарка или какое-то любое мероприятие, на рынок приезжали и всегда определяли. Выходят женщины, говорят, вот это бичурские идут, а вот эти идут заганские. Почему? Потому что на костюм, допустим, бичурская купит ткань с большими маковками. И складки поставит по-другому. Десятниковская сделает сарафан, у которой будет, ну, если так я покажу, что здесь короче, а подол будет ниже, да, вот такой вот. Вот. И получается вот так вот, да. Это то же самое. И вот определяли по костюму. Хасуртайская купит всегда мелкий цветочек, хоринские, но у них 20 метров шло на один только сарафан, потому что очень много было борок. Вот это сегодня можно рассмотреть. И сегодня, сейчас я еще покажу еще одну книгу у нас. Мы сделали монографию с Виктором Филипповичем Ивановым, он называется «Костюм семейских Забайкалья». Так вот, он занимается как раз кроем. Как строилась крой рубахи, почему именно у нас здесь в Бурятии крой рубахи имел очень много квадратных вышивок. Это белорусский элемент. И сегодня по вот этому костюму можно определять, откуда. По нашивке лент, вот я вам сказала, вот здесь видите, ну это просто сегодняшний концертный костюм, вы видите, в равной степени ленты в одном месте, да, пришиты. Вот здесь тоже вы видите. А вообще, также на этих костюмах отличалось, от расстояния между лент определяли район. То есть, вот одни нашьют 3 желтых, большой интервал, и потом одну. Вот от этого тоже шла традиция костюма. Сегодня строением костюма старообрядцев занимается у нас Академия культуры, целая кафедра, и они изучают вот именно в чем сегодня эти элементы остались или наоборот. Вот видите здесь непосредственно, да? Вот здесь очень другие. Здесь атласная лента будет, здесь вы видите просто в виде шитья, да? Такое. Вот если сравнить то, что мы с вами на карте видели, те, которые заселялись в Читинскую область, это Красночекойский район, Иван говорил, Архангельская, у них костюм совершенно иначе. Вот доски сегодня нет, сегодня все у нас по-другому с вами. Например, там, да, вот хорошо, что. Чем их будет костюм отличаться? У нас обычно кичка носит какой характер? Роговая, да, вот такая. Вот если мы ее нарисуем, да, она будет вот такая сюда шишечка, и вот так. Ну тут лицо, а вот тут будет так, и тут будет брошь. А у читинцев, они тоже семейские, да, называются, у них она двухроговая. Вот видите, вот так вот и так вот, то есть вот такой кокошник у них будет. Но вместо, как у нас броши или что-то, они употребляют белый стеклярус. Вот здесь у них на лбу будет вот такая ниточка из белого бисера. Да. А костюм уже будет носить иной характер. У них сарафан не будет атласными лентами, он будет шитьем белым. И у нас характерно для забайкальского костюма, что такие янтари большие, манисты мы называем, да, здесь, а там будет стеклярус, такие будут такие мелкие стеклянные, голубые, синие, беленькие бусы. И брошь, которая единая, да, вот костюм строится как, тут обязательно должна быть брошка, она идет как запонка такая, продевается, да. Вот запонку они сохраняют, читинские, но уже янтарь, к ним туда традиция янтаря не пришла. У них костюм отличается. И поэтому, когда вы будете смотреть даже вот на сарафан, то он будет весь, лента будет, вместо лент будет белое шитье такое красивое, и сам сарафан внизу будет оформлен белым шитьем. Я сегодня постараюсь вам еще это показать. Вот поэтому костюм вы можете взять как за основу, просто дать им возможность. Давайте нарисуем, и пускай они порисуют вам, да? Сначала взять элементы. Давайте, как выглядит, что такое сарафан, какая юбка может быть. Затем, что такое фартук, это запон, да, замена. Затем, вот что такое головной убор, чем кичка отличается, почему кичка. Потому что только замужней женщине и во время свадьбы, да, целый обряд одевания кички был. Вот эти элементы можно просто проиграть. И пускай, думаю, они не заморачиваются, ребята, кто там, они там староверы какой области. Просто они поймут, что они сохранили костюм, традиция элементов украинского и белорусского. Да? Вот в строении, если брать в строение этого костюма.
я эти альбомы оставлю, вы сегодня полистаете. Если будет трудность, допустим, в каком-то понятийном аппарате, вот в 2015 году у нас в Бурятии проходила конференция большая, мы уже 3-й раз принимаем староверы со всего мира, называлась эта конференция «Путь Авакума». Да? И вот к этой конференции мы, коллектив нашего университета и научного центра, издали вот такой словарь-справочник. Вот чтобы, когда для вас, он есть во всех районах, независимо, есть там проживание семейских или нет. Наша задача была какая? В этом словаре мы постарались сделать краткий, это словарь слов, чтобы вам было понятно. Вот она слиманиста, да, янтарь, то она здесь и нарисована, и рассказано, что это такое. Вот дальше идет косник, то есть все, что делалось под кичку, да, такой подвязывали косник. Что это такое, да? И мы постарались вот показать сам костюм. Если найдете раздел одежда, пища, все здесь будет. Вот такие маленькие тексты. И старались уйти от научности и сделать его простым, чтобы от учителя химии, который далек от этой темы, до старшеклассника или пятиклассника это было понятно, независимо от того, человек в теме или не в теме. Вот поэтому я думаю, что вот такой эта энциклопедия вам очень поможет. Она есть, ну, я не думаю, что у них нет библиотеки, она должна быть. Ну, то есть большой тираж правительство издавало, и мы работали над этой книгой 4 года, чтобы издать. И здесь есть и материальная культура, есть и религиозные вот эти все вещи, которые мы с вами брали. Вот по книжной культуре мы сегодня еще поговорим. Но самое главное, что это поможет вам сегодня пройти какой-то новый вот материал для урока. Так, сейчас мы с вами еще поговорим о вот такой вещи, как говоры. Вот именно поток, тот, который пришел сюда с территории там, Белоруссии, хватает. Почему это стало объектом изучения? Это вам, да? Что здесь? Вот давайте сначала я вам расскажу, потом вы полистаете, девочки, ладно? Внимание, прошу. Почему важно сегодня и эту тему нам с вами затронуть, потому что тоже можно провести такое занятие. Ну, история вот этого появления словаря связана с тем, что у нас сегодня, кроме историков, вот у нас есть филологический факультет, который на протяжении больше, чем нас, мы, историки, изучают диалекты говоров семейских, которые в районах компактного проживания. Почему это принципиально важно? Опять, если вспомним ту карту, как они заселялись, то есть приход сюда с разных территорий позволил и изменение говора. Вот сегодня что изучается? Потому что, когда говорят вот, старшее поколение семейских, мы начинаем замечать, что они не так произносят слова. Вот это, например, фрикативное «у». «У девка уходила», да, они говорят. Или замена суффикса «чика-че», «булочти», «тряпочти». Вот это сегодня изучается филологами профессионально. Почему это произошло? Потому что, придя сюда с территории Белоруссии, Украины, еще был свой сибирский, здесь сибиряки же жили, и наложилось смешение говора. И это сегодня особый диалект. Вот поэтому это нужно изучать. Или вот замена слова. Сегодня, как бабушка семейского села, как скажет, я пойду катанки одену, да, валенки, она как скажет, я в катанках ходила. Ну вот фартук, замена слова запад. Да, они меняют. Вот, или мешочки, кульки они говорят. Подай кулек, дочь, мне никогда не подумай, что это целлофановый мешочек надо подать. Вот эти замены, как раз сегодня есть определенное развитие языковых групп, которые были на территории нашей республики в результате огромного периода времени. И вот наложение исторически позволило им сегодня сделать вот такой словарь. Здесь 8000 слов. Сегодня есть словарь говоров Сибири, русских говоров Сибири, туда входит старообрядческая группа, там 20 000 слов. Но что мы сейчас с вами делаем? Вы сейчас полистаете его и на каждой своей тетрадочке мне напишите 5 слов с одним значением, но разным произношением. Они здесь по алфавиту. Ну, попробуйте сами, не сможете, я вам потом наводящие слова скажу как. Вот, например, слово бульба. Найдите бульба, да? Пример я вам покажу, бульба. На фото. Нашли? Вот посмотрите.
смотрите, что там, почитайте, что такое будет, кто нашел. Растения, картофель, Да. картошка старинное семейство. Бульба, именно так зовем бульбу. Так, еще дальше что там сказано? Клубни картофеля. Так. Не удивлю, так как. Два значения. Как произносят, в каком районе? Вот прямо мне нужно, чтобы вы почитали, как они скажут. Прямо предложение читайте. Сейчас. Ну как есть, да, читайте. Сейчас называем картошка, бульба. Бульба, да? Вот. Я хочу вас попросить, чтобы вы обратили внимание на вот эти предложения, как произносят. Что такое бульба, это понятно, это слово имеет не только для нашего региона значение, да? Но факт в том, что придя сюда, они заменили на картопка, да? Они меняют бульба, и вот это произношение будет значение то, а произношение будет другое. Вот прошу вас из словаря набрать разных 5 слов, вот с такого рода. Бульбу уже не надо. А? Бульбу уже не надо. Бульбу уже не надо, все. Это я вам показала, пример. У которых несколько значений, да? Да, а произношение одно. Ну вот как вы с бульбой, вы поняли, да? Картопка, замена слова идет. Бульбу это же в Беларуси так называют. Да, да, поэтому элемент белорусский бульба. Бульбашка они еще могут сказать. Дмитрий Борисович, у вас костюм здесь поступал? Такая книга Иванов. Народный костюм. Не помню сейчас. Вот такая тоненькая. Не помню. Я сейчас скажу. Как разные значения. Одно значение, два значения, Произношение. а одно произношение.
допустим, может быть, комната делить. Мы сейчас зал называем, это раньше было дом. Всегда. Печет. Но оно, видите, оно, в принципе, назначение. Назначение просто в разных районах, как потребляют, производят. И все, что и все. Вот на этой цифре, в принципе, я не могу. Расшифровка. Смысл пойдет. Не могу. Это же слово дискриминация. Он зачем сказал? А я что-то не списываю, тут не могу. И это слово находится в разных лапах. Допустим, самый. Да, ну случай не должно быть. Это же как стройка, по-моему. Как получается? Идет практически. Они тут со словами. А мы сейчас я говорю. Не подключ. Запись идет же? Да. Да, идет. А ну и смотри. В онлайне хочу послушать, наверное, Ну, в онлайн они посадят, сейчас вот это занятие не будет идти. Давайте по одному почитаем, чтобы понять, правильно ли делаем. Хорошо? Давайте, пожалуйста, с вас. Вы какое слово? Я вообще начала сначала с частиц наречий. Я почему сейчас сказала. У нас произношение дочерей отдали, говорят. Здесь Да. отдали ударение. Да. И, значит, употребление в 4 случаев в разных районах, используя опеков наречия, другие как частицу сравнения, то есть не очень близко к этому. Угу. Вот 4 случая. Даже слово как дюжить. Угу. Ну, тоже 4 близкие по значению, все равно они отличаются. А как их произносят вот в
в разных районах. Там должно быть в Мухоршевирском, так Но говорят. дюжит, слово дюжит одинаково произносится. Везде. Да, только значение немножко разновато, разные, в каком смысле предложение, с чем оно будет связано, как является четырех. А вот это слово желудок, допустим, ну и понятно, желудок, одно и то же произношение, только в смысл разный. В одном случае это как молочная колбаса, да? А в другом случае это значит лечить пупочную грыжу, а произношение это тоже. Но значение разное. Нужно еще, чтобы и произношение было разное. Ну, А я поняла, что произношение не надо, что ли? Нет, может быть и значение, но произношение разное. То есть одни добавляют там суффикс или вот это фрикативное «у», да, то есть Да, вместо «в». Да. Ваш пример, пожалуйста. вот я только начала. Мы работаем со словами. Горница, да, взять? Горница. В одном районе как говорят? Горница, Да. а в другом горенка. Ну, а значение? Значение тут почти Одно и то же? У вас? Я взяла Нахаба. Наха? Нахаба. Так. 4. Это нежданный нежелательный гость Тарбукатай, лишняя нежелательная работа Тарбукатай, нахлебники Шингар и глупый Кислокович. Вот вы правильно поняли задачу, да? Вот так нужно было делать. Еще? Бурак. Так. Растение свекла. Так. Печурский. Бурак садить из закрашенной капусты, качны, разрежу. И мухошевик бурак, красная свекла, ее и суп, или капусту кладу. И свекла белая, сахарная. Не то? Ну то, но вы просто одно взяли, да? Произношение-то одно у вас. Но я вот тоже... Но вы не бурак, другой давайте. Я бус. Так. Это мелкий дождь. Ага. На улице бус идет. Даже выходить из дома неохота. Это давите, они будут принимать как... И мелкая мучная пыль тоже называется. Это в большом канале, это Боготай. И это тоже бус называется. Хорошо. Правильно. Вот. У меня зимовье, охотничий домик в тайге. Так. Ну, вот здесь вот зимовье обычно рубили недалеко от кедрового лесу. Вот это Богатырском районе. И зимовье. Это тоже, но это уже небольшая изба для того, чтобы зимой содержать кур, молодняк, а летом жили сами зимовейцы здесь. И вот дальше не вижу. Скажите, у нас вот в Баргузинском районе, где я живу, да, семейских не также называется зимовье. Да, у нас тоже так же есть. Но вы понимаете, вот зимовью, вот если первое значение, это как общепринято для всех в русском языке. И неважно, в Баргузине будет так. А что касается дальше примеров, это как они преломляли и уже сейчас сохранили. То есть мы эту идею правильно должны понимать, что это не значит, что слово присуще только этой группе. Нет, оно есть правильное произношение во всех категориях регионов, но в связи с тем, что у них вот диалект был с особым вот этим произношением, они его меняли, вот как вы говорите, они его потом вводили и свое значение придавали. А так, конечно, зимовье у вас тоже У нас будет. тоже ниже, оно до сих пор как запад. Да, вот, ну тоже такие Но вы видите, это же можно уже смотреть миграцию, как переселялись родственники, где-то было общение, да? Вот это вот говор, взаимовлияние идет уже говора, да, вот и замена каких-то, это можно. Мы ее уже тоже 78 лет, случайно, что она очень часто слышала да, зимовье, там зимовье, у них летом они живут сами. Да, я тоже вот так же летом. Летом у них, да. Нет, В а смысле, зимой- кухня у нас зимой, называется. в летнем Да. еще называют, да. Летний, Ну, летний, да? мы вообще называем Да. зимовье. Мы перейдем в зимовье. И именно зимой, наверное, там Летний кухня. Ну вот сейчас пример к тому, что вы когда будете этот урок проводить, уже не обязательно нам прилавлять, да, к старообрядчеству. То есть я сейчас вам хочу показать, что с этим словарем можно поработать в разных. И не по ОРКС. Это просто привлечь ребят, как сегодня. Они же тоже, дать им задание. У бабушки, какое слово вы слышите необычное. Они быстро это пишут. Вот, а потом показать, ну, словарь тоже есть во всех. Зрители нас, наверное, есть.
Есть. В школьных есть, да. Вот. И вы можете показать, как это можно сегодня поизучать одно слово. Им сложно будет вот эти вещи, произношение, диалект, это они могут не понять. Ошибка, получается, шиш. Да. Вот так. Да. Вот. Я думаю, что этот словарь есть еще в электронном. Посмотрите. И сейчас еще есть словарь. Они издавали его весной, да? 99. Вот. А вот года 4 назад вышел словарь говоров Сибири. Он есть уже, да? 20 тысяч побольше. Вот. Вы можете с ним поработать. Но привлечь ребенка можно. Вот эти занятия идут очень интересно. Они сейчас по окружающему миру тоже там зеленые страницы, все написано. Тоже интересно. Ну, и как они могут, как бы, вот здесь вы могли задание, ну, я вам дала посложнее такое, как взрослым, а когда работаем, да, где-то, можно здесь, выберите слова одежды. Иногда они могут еще же делить. Верхняя одежда, женская, мужская, поработать, как оно произносилось, да? Или сказать, посмотрите, орудие труда, выбрать орудие труда, как. И окажется, что они называются не так, как вот они привыкли, да, говорить, что это орудие труда. Там, вот это можно с ними поработать. Рисование можно взять, когда идет Вот рисование. эти вот костюмы. Ну, рисуем, допустим, показываем. Да, Прямо да, бурятское, да. русское берем несколько, рисуем головной убор. Вот. А платье, теперь обувь. посмотрите, как они называются, да, как можно. Вы же можете уже свой словарь. Вот я вам принесла, да, показать. Как в русском народе русский говорит, допустим, верхнему головную Да. убор, да, так же. Ну вот, если вот найдете, вот эта книга тоже должна быть, это правильно был республиканский, во всех так и называется, да, вот он, народный костюм семейский забайкалье. Вот здесь очень подробно то, что будет интересно, скажем, уже типа урока труда, да, вот крой, конкретно идет крой, почему, да, так шили, почему столько горок, и вот эти идут, ну, скажем, из Запада, вот сколько видов, разновидностей. Вот я вам говорила про вышивку, да, ее можно проследить, она здесь идет такими кубиками. Вот к нам в регион пришел вот этот. В Читинской области, да, немножко другое. И крой другой, особенно воротника. Вот это вы могли бы, можно проследить. Вот по взаимовлиянию мужской одежды, вот косник мы с вами разбирали, вот кичка читинская, да, и из чего она состоит, форма. Это тоже можно порисовать, вот эти манисты. Вот про запонку, да, которая говорила, которая горло сюда одевается. Это тоже, они здесь очень много интересный текст. По мужской одежде мне бы вот хотелось сказать, обратить внимание, вот эти все виды заимствования одежды. Есть же сибирская одежда, да, вот эти, турмушка, ичиги, да, вот то, что заимствовали у бурят. Вот это тоже здесь элемент, только они немножко изменяли форму. Ну вот, да, как вот ичиги, они разные. Вот если вы с этим словарем и добавите немножко картинки, и потом можно что-то уже вывести на особенности, да, какие-то. Вот на картинке, если показать, я думаю, что она, по-моему, в электронке, эта книга, мы в библиотеку Ельцина отдавали, они ее цифруют. Вот, вы это все вместе смогли бы уже эту тему подать в более таком интересном занятии. И я думаю, что получится, если уж не говорить вот о тех сложностях, которые мы сейчас. Вот я там девушкам сказала о том, что вы могли бы взять, задание иногда даю, одежду взять, 5 названий одежды или орудий труда. И вы увидите, что орудие труда тоже произносится не так, и есть какая-то особенность. Не обязательно притягивать это к древнеправославной церкви или как-то, да, это вообще по работе по материальной культуре, да? Вы можете на уроках вот или как у вас. Ну да, у вас, оказывается, еще вы же ОБЖ ведете сами. Как это? Изобразительное искусство. И еще окружающий мир, да? Вот в этом плане это можно все сделать, да, и с помощью. Да. Вот поэтому этот пример я хотела вам это показать для того, чтобы... Так, сейчас у нас сегодня день очень сложный, у нас много гостей в университете, сейчас будет 10 экскурсий, к нам зайдут, да, сюда. Но задача, как они только выйдут с этого, мы с вами перейдем работать в редких.
своими ребятами делали. На уроке рисования брали костюм русский, они нарисовали эскиз. Потом мы приносили на урок труда уже разную ткань, и они уже по этому эскизу делали уже аппликацию с тканью. Резали, Красиво, да, прям приклеивали. резали, приклеивали, ленту, все прям красиво, конечно. Им и самим нравится, и уже видно, что разные. Рассказать, что сейчас Сейчас у нас готовишься. Смотрите, как разойти. Хотите? Вот сейчас мы с вами, девочки, непосредственно пришли в фонд редких и особо ценных изданий. Собственно, в далеком Февраля был он, сейчас начались 15-го. Там лучшие смотрим уроки. Будет количество учебных комплектов полуночных. Потом придет чуть-чуть через год-два придет. Там вам уже будет удобно работать. А на тот момент, когда была библиотека Шведского, хотя свежих фотографий, он был именно, да, такая динамика. Я сейчас коллегам рассказываю. У нас сейчас идет большой грант от президента Российской Федерации. Он выделен на создание учебно-методического комплекта по истории сохранения культуры семейских Забайкалья. Идет он несколько этапов. Сначала были конкурс лучших площадок дошкольных детских садов. Вот они прошли, конкурс прошел в республике в ноябре 17-го. Мы выделили лучшие сады. Победил садик Подснежник Бичурского района, Бичура и всего Бичура. Вот, они как раз представили, как они проводят тему сохранения культуры семейских. Они делают, представили конкурс урок, называется у них занятия с родителями, одно занятие с детьми, потом небольшая детская конференция, и все в этой тематике. И лучшие проекты учителей, воспитателей сегодня формируются в такой вот УМК с поурочными, с методическими. Это для всей республики придет детские сады. Второй этап идет начальная школа. В октябре вот прошел конкурс учителей начальных классов по сохранению истории культуры семейских. Победили. Там, по-моему, первое место заняли несколько учителей, 2 учителя из Тарбагата, из Хоринска, из Касурты и Заиграева. Вот сейчас их уроки также аккумулируются и потом превращаются в 5 книг будет для родителей, для учителя, для поурочная разработка. И к вам попозже придет тоже. Да? Вот не обязательно в районе, не там, где нет этой группы населения, но я думаю, что вы должны ориентироваться, что скоро МВК придет и для начальной школы. Затем мы уже сейчас работаем здесь в университете над учебником для средних классов и учебник для старшей школы по истории старообрядчества. То есть лет через 5, я думаю, полностью этот комплект будет. На 4-м этаже у нас Хорошо, что сохраняется это все. Интересно же все равно, как они одевались, все, что идут, как они там, да. Голод, конечно, Сам все раздают. Вот это важно. Сегодня в рамках сохранения культурного наследия России большая программа такая идет. Сегодня есть такая же программа по сохранению бурятского языка, по истории культуры семейских. И венки тоже такую же программу ведут. Сегодня вот мы с ними делимся, когда работали в энциклопедии. Сегодня помогаем, чтобы у венков такая же энциклопедия вышла. да, различные греческие издания, и здесь же, вот тоже посмотрите, да, видите, вот такие вот супер буддийский священный текст. Вот, как я уже сказала, да, определенные условия хранения соблюдают. И здесь же у нас еще читальный зал для состава, вот с такими кабинками индивидуальными, можно заниматься
Так, я вас прошу, пойдемте, перейдем в этот зал. Книжечки маленькие. Так, уважаемые коллеги, внимание сюда. Дмитрий Борисович, можно попросить вас эту камеру развернуть? Она там Наверное, проводочки, перенести нет? сюда. Запись идет? Да, идет. Так, мы с вами находимся сейчас, вот у нас отдел редких ценных изданий, в котором хранятся коллекции старообрядческой литературы. Мы с вами, когда на лекции рассматривали, да, и говорили о том, что было самое дорогое, везли, да, иконы и книги. Особенность нашего региона в том, что к нам сюда пришли коллекции раннего периода. Например, что такое ранний период? Потому что книги старообрядческие делятся на рукописную традицию и на типографскую. Вот в условиях тяжелого такого отношения государства к ним типографии для староверов разрешили только после 1905 года, официальные. Все остальное, тот круг богослужебной литературы в основном приходилось переписывать. И переписывать доверяли тем людям, говорили грамотные, пожалуйста, не открывайте без меня. Разрешали грамотным, говорили уставщикам, старикам, те, которые умели правильно читать канон. Да? Вот, например, вот здесь мы видим с вами, чем отличается, что можно, как можно употребить эту тему сегодня для школы, для этого возраста. Вот, например, поучиться определять, как отличить рукописную, да, традицию от типографской. Посмотреть на буковки. Эти сегодня есть книги оцифрованные, вы можете на экране им показывать, потому что книга вряд ли, но если в школах старообрядческих это есть. Вот оформление. Здесь будет заглавная буква, она называется ломбард. Это заставка. Вот здесь, да, вот вы здесь видите тоже заставки другого формата. И всегда можно как определить, что чем это издание старообрядческой книги или никонианского издания, страницы никогда не были написаны цифрами. Видите? И здесь есть определенный счет. Вот поэтому особо можно поговорить по оформлению. И книга «Ломбард», вот вы увидите ее всегда, да, в таком варианте. И вот здесь сразу видно, что это от руки, да? Допустим. Какая еще можно интересная тема быть? Как оформляли книгу саму? Книгу оформляли, то есть кроме текста нужно было еще придать большое значение обложке. Обложка была у этих коллекций в основном деревянные, обтянутой кожей. И вы видите, здесь присутствуют замки. И вот эти замки, это как имеют роль оберега. То есть она должна, если службу прошла, закрыли, то есть она никуда, как говорят, святые мысли никуда не уходят. Вот этот оберег, он присутствует. Вот здесь вы видите, да, что сначала был такой вид замка, потом уже кому-то передали, и она становится, малый домашний устав, уже в таком варианте. Вот это можно, да, с ними, с ребятами поработать. И отдельно можно поговорить, какой бывает вид почерка. Если брать вот старое издание, да, почерк называется в вот таких изданиях устав. Вот здесь вы видите очень мало, ну, это разрывов между, да? Вот видите, текст так идет. Ну, Сплошным, да? А вот здесь уже есть. Вот когда совсем сплошной текст, вот 16-15 века, это называется текст устав. А здесь уже писали полууставом, потому что есть титул, да, сокращение, и есть, вы видите, слова отделяются. Вот ребятам это очень нравится, оформлять, посмотреть, как почерк есть, наклон букв идет, каким образом сделано, соединены слова или не наоборот, да, разделены. Это можно посмотреть. Ну и посмотреть, как оформлялась обложка. Вот если вы сравните, допустим, для